дерева под названием елка не существует. То есть своеобразный анализ крови, как у человека, только у деревьев. Убеждены в том, что у дерева есть свое понятие, скажем, своеобразного иммунитета. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Егор Загребин, и я ученый. Занимаюсь научными исследованиями в лабораториях Удмуртского государственного университета. Я вхожу в состав научной группы, занимающейся изучением состояния еловых и вообще хвойных лесов на территории Удмуртии и Прикамья. Работаю я в составе научной группы уже много лет, года с 2014. То есть я делаю анализ биохимии именно древесины, то есть своеобразный анализ крови, как у человека, только у деревьев. Вообще ученые не говорят, и лесники не говорят елка, они говорят ель. Да, говорят, что дерево под названием елка не существует. Так вот, мы сейчас подойдем к одной из елей и отберем у нее образец древесины. Из-за того, что внутри этой ели уже есть гниль, у нас образец древесины получается достаточно маленьким. По итогам исследования этого образца, лабораторного исследования, мы сможем выявить определенные биохимические показатели в составе древесины. И мы научной группой, зайдя, скажем так, в лес, увидели следующую ситуацию, что ели сохнут, массово гибнут, но вот в этой массовости есть единицы, которые чувствуют себя абсолютно нормально. Решили их изучать. И столкнулись мы с интересными, на самом деле, результатами вот этих своих исследований. То есть когда-то это было что-то на уровне гипотезы такой, что а вдруг биохимия как-то может влиять на состояние деревьев и так далее. А сейчас мы все чаще находим этому подтверждение и уже убеждены в том, что у дерева есть свое понятие, скажем, своеобразного иммунитета. То есть дерево может сопротивляться каким-то негативным факторам. В идеале конечной точкой наших исследований мы на данный момент видим создание целевых насаждений. Отдельное насаждение, например, для посадки в городах, в урбанизированных территориях, для того, чтобы быть более устойчивыми к влиянию человека. Понимание того, что природа на самом деле живая, что в природе каждый объект живой природы, он уникален. Все растения дышат, живут, борются с чем-то, что-то преодолевают, что у них там свои какие-то временные периоды. И вот это вот понимание, оно тебе дает, наверное, воспитывает в тебе вообще любовь к природе и любовь, наверное, к родине в том числе.